Главные события уходящего четверга, 27 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Северный форум по устойчивому развитию набирает обороты. В столице прошло его главное событие – пленарное заседание. На этой неделе Якутия стала не только точкой притяжения, но и ключевой площадкой для диалога о будущем цифровых технологий на Дальнем Востоке. Сегодня в республике стартовал 4-й федеральный форум «Цифровой алмаз». В экспозиционном зале «Материнская слава Якутии» общественного центра состоялась презентация стенда «Матери и героев России», участников СВО. Эпидобстановка в Нерюнгринском районе остается напряженной, введены ограничительные карантинные мероприятия. Мирная отмечает юбилей легендарной школы номер 12. Ровно 55 лет назад свои двери распахнула первая в республике школа с углубленным изучением английского языка. Северный форум по устойчивому развитию набирает обороты. В столице республики прошло его главное событие – пленарное заседание. Вести с полей форума расскажет моя коллега Эржена Гармаева. Больше 100 человек и представители 6 зарубежных стран под одной крышей. Все для того, чтобы Север и Арктика продолжали развиваться. Но путь к улучшению всегда сопряжен с новыми вызовами. Эффективно решать проблемы можно только сообща. Поэтому тема 6-го Северного форума посвящена партнерству в меняющемся мире. Мы видим, как мир очень быстро меняется. Уже многополярный мир практически появился. И, соответственно, надо понимать, какие новые партнерства нам строят в глобальном масштабе. Вот такие люди здесь у нас собрались, энергичные, пассионарные. И всем нравится эта площадка мозгового штурма, мы говорим. Это не доклады скучные, это живой обмен мнениями, идеями, проектами, чтобы был какой-то конкретный результат. За 1,5 часа пленарного заседания обсудили не просто большое, а колоссальное количество тем. Непростой геополитический фон, экология, промышленность, инфраструктура. Не обошлось без трендовых вещей вроде искусственного интеллекта. Много говорили о транспорте, нашей боли и надежде. Строительство порта в Найбе обещает блестящие перспективы для логистики и Якутии, и всего мира. Мы проговорили, как должна выглядеть инфраструктура данного морского порта, какие должны быть глубины, какие суда будут планироваться заходить в этот порт. Потому что мы знаем, что почему, допустим, не Тикси развивают, потому что Тикси это всегда был порт неглубокий. Туда могли заходить только суда река-море. Именно говорим, когда Найба, там порт глубокий. Следовательно, туда будут заходить уже морские суда и осуществлять сразу же погрузо-разгрузочные операции в этом порту назначения. Ясно одно. Несмотря на все сложности, невозможно представить будущее планеты без ресурсов Арктики. И эти холодные земли приковывают внимание всех, даже тех государств, чья территория не пролегает на севере. Россия и Китай совсем недавно закончили исследования по северным территориям. Им-то мы показали всей Земле, какой прогресс там сделали наши страны. Мне кажется, что российско-китайские отношения в контексте Арктики особенно подчеркивают на форуме. Я уверен, что и в дальнейшем это общение продолжится. Северный форум не завершен. Впереди целый день насыщенной программы. И завтра же нас ждет еще одно радостное событие – запуск проекта «Синергия Арктики», который обеспечит волоконно-оптической линией связи 61 населенный пункт. Ведь на севере жить. Эржена Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. Россия остается открытой к конструктивному сотрудничеству в Арктике, в том числе и со странами Запада, если они готовы вернуться к равноправному диалогу. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, выступая на Северном форуме по устойчивому развитию. Он подчеркнул, что в ситуации временной заморозки работы межправительственных механизмов именно региональные форумы сохраняют возможность для диалога и реализации совместных проектов. Дипломат отметил, взаимодействие в Арктике, невзирая на международную турбулентность, не прекращалось, а по отдельным направлениям даже продолжает набирать обороты. Естественно, мы открыты к сотрудничеству с другими странами, в том числе прежде всего внерегиональными, которые заинтересованы в работе в Арктике. Среди таких стран в последнее время очень заметен растущий интерес к сотрудничеству. Прежде всего, наверное, я упомянул бы Индию и Китай.
С ними даже есть, в общем-то, сказать, созданы новые рамки межгосударственного сотрудничества по данным вопросам. На этой неделе Якутия стала не только точкой притяжения, но и ключевой площадкой для диалога о будущем цифровых технологий на Дальнем Востоке и всей России. Сегодня в республике стартовал 4-й федеральный форум «Цифровой алмаз». Мероприятие охватило свыше 2000 представителей цифровой отрасли, а деловая программа форума включила в себя более сотни мероприятий. Об итогах первого дня расскажет моя коллега Надежда Саханская. Еще 4 года назад первый форум «Цифровой алмаз» задал вопрос, может ли Арктика стать центром цифровой революции. Сегодня мы видим ответы. Проекты дата-центров, инициативы по регулированию криптовалют и победа нашего региона в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Вы показываете прямые лидерские такие путь и наставления для других субъектов. Спасибо. Спасибо. Но нам никак нельзя, иначе мы замерзнем. Спасибо. Сегодня «Цифровой алмаз» – это ключевая площадка для обсуждения трендов цифровой экономики в арктическом регионе. Далеко не секрет, что в современном мире цифровизация – это не просто тренд, а необходимость и ключевой фактор устойчивого развития. Это, наверное, шаг в будущее, потому что будущее уже наступило. Роботы уже активно используются в наших процессах. То есть эти роботы позволяют автоматизировать до 80% рутинных процессов в организации, от HR-подразделения, бухгалтерии до логистики. Мысли о том, что искусственный интеллект способен генерировать лишь тексты и изображения, ошибочны. Сейчас, как уже в старой детской песне, до чего дошел прогресс. На бесшовном стыке физического и цифрового миров начинаешь думать не только об автоматизации рабочих процессов, но и о собственном здоровье. Да, действительно. Вот, например, это вам мои основные данные о том, насколько в стрессе или не в стрессе находится мой организм. Ну, судя по давлению, 122/73, почти что космонавт. Значит, чувствую себя на этой площадке довольно комфортно. Тут есть разные технологии. Вот, впрочем, особым вниманием пользуется вот эта разработка, которая стала просто-таки самым настоящим обаянием 4-го федерального форума «Цифровой алмаз». Как отмечают представители IT-сферы, наша страна долго запрягала, ориентируясь на зарубежных партнеров. Но теперь быстро едет и в чем-то даже обгоняет. Известный на весь мир виртуальный помощник ChatGPT может уступить место нашему якутскому чат-боту. И, например, у нас, если сравнить ChatGPT, мы сейчас занимаемся именно содействием разработке гигачату большой языковой модели. У нас, например, сейчас гигачат обучается якутскому языку. Мы собирали данные текстовые на якутском языке. И, возможно, к концу этого года, либо в начале следующего года гигачат сможет говорить на якутском. Так что, если кто-то до сих пор был убежден, что искусственным интеллектом пользуются только те, у кого нет своего собственного, вам пора посмотреть на вещи под другим углом. Потому что опыт только одной Якутии подтверждает значимость внедрения современных технологий. Надежда Саханская, Иван Сорокаумов, Якутск. Экосистема технологической трансформации Якутии продолжает масштабироваться. На площадке форума состоялось открытие IT-центра в Ленском районе. Он станет точкой притяжения для айтишников и разработчиков на западе республики. Реализуемый проект – результат сотрудничества якутской нефтяной компании и правительства региона. Отмечу, на сегодня в регионе уже работают 14 IT-центров. Они оснащены высокоскоростным интернетом, мощным оборудованием и укомплектованными наставниками. Поздравляем всех с успешным открытием IT-центра в Ленском районе. И здесь мы можем видеть, как уже сегодня молодые люди имеют возможность реализовывать свои задумки, приземлять их в таких реалистичных проектах и уже получать результат. Поэтому мы надеемся, что на самом деле это будет не только такой развивающий, образовательный, но абсолютно практический центр для того, чтобы мы видели появление новых идей молодых разработчиков.
Еще одним значимым шагом в развитии связи в Якутии стало строительство ВОЗ по маршруту Тинная-Трукта. Линия, проложенная на 44 километрах, теперь соединяет Ленский и Алекминский районы. В объем работ вошли не только прокладка оптики, но и обеспечение доступа по спутниковым каналам, развертывание Wi-Fi точек и организация видеонаблюдения. Все то, что делает связь не только быстрой, но и удобной, безопасной и устойчивой. Разработка реализована на основании соглашения о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития между республикой и компанией «Саханефть», которая выделила на строительство магистральной молоконно-оптической линии связи 35 миллионов рублей. Самое главное, что это дополнение связано с конкретными людьми. И вот мне было очень приятно, что на видеомост были конкретные люди, потому что они получили интернет. И это на самом деле для нас самое важное, чтобы конкретный человек получал качественную связь и недорогую связь. Как бы вообще, значит, задача Арктик Телекома именно это и делать. Большой проект «Синергия Арктик», который тоже мы представляем на этом форуме, это масштабная сеть, это 7 тысяч километров, это в арктической зоне. Но мы не останавливаемся только на этом. Мы строим и в Восточной, и в Западной Якутии, и будем продолжать это. И задача вообще нашей компании построить такую сеть, которая будет, так сказать, давать возможности во многих населенных пунктах улучшать качество. Сегодня завершается декада профсоюзов Якутии. На торжественном мероприятии в общественном центре отметили День профсоюзного работника. Лучших тружеников и общественников наградили благодарственными письмами. В рамках декады прошли специальные семинары, дни открытых дверей, дни социального партнерства в министерствах, ведомствах и администрациях муниципальных районов. Федерация профсоюзов объединяет более 168 тысяч жителей, защищает их права и интересы, обеспечивает справедливую оплату, охрану труда и рабочих мест. Этот праздник был установлен в соответствии с указом президента Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова в 2011 году. Получается, уже 14-й раз мы отмечаем этот праздник. Сегодняшнее мероприятие организуется Федерацией профсоюзов, в котором сейчас председателем является Николай Николаевич Дегтярев. Я знаю, что программа самая разнообразная. Это и выступления представителей правительства, государственного собрания, Илтумен, представителей профсоюзных организаций, в том числе с мест, ну и, конечно же, государственные и ведомственные награды. В экспозиционном зале «Материнская слава Якутии» общественного центра состоялась презентация стенда «Матери героев России» участников СВО. Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и Дню матери в Российской Федерации. Сам стенд украсили имена 12 героев специальной военной операции из Якутии и их мам. На торжественном вечере собрались родственники, супруги и близкие героев. Также матерям вручили благодарственные письма и подарки. Он даст нам возможность тоже рассказать о наших матерях, героев России. Это простые наши матери, которые прошли тоже долгий путь, создав семью и воспитали тоже, семьи их были тоже многодетными. И вот это чувство коллективизма, чувство поддержки друг друга, любовь к родине они привили именно вот в своих сыновьях, которые вот совершили подвиги во время специальной военной операции. Путь к профессиональному успеху пролегает через обучение. Для студентов геолого-разведочного факультета и Горного института СФУ открыли новые аудитории с современным оборудованием. Проект реализован в рамках стратегического партнерства между университетом и компанией «Полиметалл». О долгосрочных инвестициях в интеллектуальный потенциал Якутии расскажет Надежда Саханская. Когда идет большое развитие всего северо-востока нашей страны, работа с недропользователями для нас является одним из таких приоритетов. Торжественное открытие сразу 2 аудиторий. Символические подарки как метафора профессии геолога. И молодежь, которая получает этот стартовый капитал. Вырастить новое поколение профессионалов – вот основная миссия главного вуза республики. А эта идея как раз пересекается с потребностью таких гигантов промышленности, как Полиметалл, укреплять свою золотую команду сильными геологами и горняками. Наш выпускник Карл Варламов, начальник отдела по мониторингу и базам данных, один из ключевых специалистов компании. Для меня, как для декана, это момент огромной профессиональной гордости. Такой формат взаимодействия между вузом и бизнесом позволяет не только готовить
замотивированные, высококвалифицированные инженерные кадры для бизнеса, а также популяризировать высшее горное образование среди молодежи Якутии, что очень важно. Запуск аудитории полиметалла в СВФУ – это не только ремонт и новая мебель, но, что важнее, создание полноценной профессиональной среды. Уже сегодня, сидя за этими компьютерами, студенты работают с теми же передовыми программными комплексами, что и действующие на месторождениях сотрудники компании. Причем для такого погружения в практику полиметалл не только поставляет оборудование, но и берет на себя обучение студентов. Открытие аудитории стало материальной основой для масштабной образовательной программы «Территория ГИС». Ее полиметалл реализует с 2021 года в союзе с ведущими вузами России, в числе которых и СВФУ. Благодаря этому проекту первые 90 студентов в Якутске уже освоили универсальный цифровой язык горной добычи. У нас есть специальные курсы, они все бесплатные. У многих в других вузах не обучают таким программам. А тут уже студенты будут уже подготовлены, уже с знаниями, уже сертификатами и так далее. Когда ты видишь, что ради тебя стараются, и то, что вот делают для тебя какое-то новое оснащение, какая-то техника стоит свежая, ты, конечно, хочешь все это потыкать, потрогать, и заодно это какая-то мотивация еще и учиться. Такое движение от теории к практике еще в стенах вуза позволяет после получения диплома смело заявлять о себе на рынке труда. Именно такой старт для якутской молодежи создается в партнерстве с компанией «Полиметалл». Надежда Саханская, Стас Потапов, Якутск. Большое событие для дошколят и их родителей. В столичном микрорайоне Спортивный открылся новый детский сад. Торжественную церемонию запечатлела и наша съемочная группа. Жительница Якутска Амина Татаринова привела в новый садик сына. Артему 6 лет. Зачислен в подготовительную группу. Родители не скрывают радости, ведь последний год перед школой – это ответственный период. Садик очень просторный, большой, современный ремонт, новое оборудование, очень много тренажеров в музыкальном зале, просторное помещение. Все в таком современном ремонте сделано. Думаю, детям должно очень сильно понравиться. Детский сад рассчитан на 240 мест. Здание трехэтажное. Площадь его более 3000 квадратных метров. По проекту предусмотрены ячейки со спальнями, игровыми, раздевалками, буфетами и санузлами. А для профилактики и оздоровления детишек оборудована галокамера. В детском саду предусмотрены группы для детей раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Детский сад работает по образовательным программам, соответствующим всем федеральным государственным образовательным стандартам. На базе детского сада реализуются такие инновационные проекты, как республиканская площадка «Шахматы детям. Одаренный ребенок», федеральная образовательная программа «Мозаичный парк». Обучение проводится на 2 языках. Все помещения оснащены современным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия для обучения и развития детей. Перед сдачей надзорный орган провел мониторинг всех систем – пожарную и антитеррористическую безопасность в том числе. Объект был реализован в рамках получения специальных канализационных кредитов. Это на развитие именно данного микрорайона. Объект построен в течение 2 лет, был реализован. И на сегодняшний день он отвечает всем современным требованиям. И вот с 1 декабря, насколько мы знаем, она начинает свою деятельность. 2 года назад правительством Якутии был утвержден проект комплексного развития территории 17-го квартала, куда был включен новый детский сад. Здесь замечательное условие, 3700 квадратных метров. Вот мы сейчас проходили с Евгением Николаевичем и с руководством детского сада. По оснащению, наверное, это, если не лучший, то точно один из самых лучших детских садов нашей республики, нашего города. Уверен, что коллектив, который вот в этом здании сейчас начнет работать, конечно, сделает все, чтобы наши малыши здесь были окружены любовью, заботой. К слову, в республике сейчас идет строительство 10 детских садов. В рамках мастер-плана на сегодня строится 2 садика. В следующем году будем построено еще 2 садика. В целом в рамках мастер-плана города Якутска будет построено 14 садиков. Для гармоничного развития подрастающего поколения здесь созданы все условия. Так что с 1 декабря начнется новая страница в жизни детишек и их родителей. Виктория Готовцева, Станислав Потапов, Якутск.
На сегодняшний день ситуация с эпидобстановкой в Нерюнгринском районе остается напряженной. Введены ограничительные карантинные мероприятия среди учащихся общеобразовательных учреждений с 1 по 8, с 9 по 11 класс. Дети продолжают учиться. Заболеваемость на сегодня пока остается на уровне плато. Решение о мероприятиях среди учащихся 9-11 классов будет рассматриваться в ближайшее время представителями Роспотребнадзора. На сегодняшний день ситуация остается напряженной, поэтому продолжаем держаться. Советы? Не посещать, естественно, места большого скопления людей без особой необходимости. Пользоваться средствами индивидуальной защиты – это маски одноразовые. И при первых признаках заболевания обратиться к врачу, не заниматься самолечением. И вызвать либо врача на дом, либо обратиться в кабинет неотложной помощи. Мирный отмечает юбилей легендарной школы номер 12. Ровно 55 лет назад свои двери распахнула первая в республике школа с углубленным изучением английского, которая имеет сегодня статус президентской школы. За эти годы учебное заведение стало настоящей гордостью района, символом образования и культурного развития. Подробности в сюжете далее. С первых дней своего существования 12-я школа заявила о себе как о кузницу будущих лидеров и специалистов международного уровня. Использование передовых методик преподавания, привлечение талантливых педагогов и создание уникальной образовательной среды позволили школе занять лидирующие позиции в районе. За партах нашей школы обучались ученые, учителя, врачи и другие герои труда. Школа является местом проведения районных, республиканских соревнований, творческих конкурсов, научно-практических конференций. Наши обучающиеся стабильно принимают участие во всех мероприятиях и занимают призовые места. Сохраняя наши традиции и используя современные технологии, мы достигаем высоких результатов. 12-я школа – это не только учеба, это центр притяжения творческих личностей, место, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал. Школа славится своими культурными традициями, яркими мероприятиями и конкурсами, в которых принимают участие не только ученики, но и жители всего города. Нам очень сильно помогают наши педагоги. У нас замечательный педагогический состав, у нас проводят консультации каждый раз для лучшей подготовки к ЕГЭ. Также очень яркая внеурочная деятельность. У нас есть школьно-ученические самоуправления, английский клуб, мы проводим разные концерты, мероприятия. Это все еще более разнообразит нашу школьную жизнь. Это очень интересно. Тысячи выпускников считают школу своим вторым домом, местом, где формировались жизненные ценности и крепли дружеские связи. Через ее стены прошло целое поколение талантливых педагогов и успешных профессионалов, чья судьба неразрывно связана с этими стенами. В 12-й школе был безумно талантливый, замечательный педагогический коллектив, который давал очень крепкие знания, которые затем пригождались в жизни в дальнейшем. Вообще в школе и я думаю, мои дети получают все основы, которые далее по жизни будут их вести, создавать их личность. Сегодня школа продолжает свою миссию, сохраняя лучшие традиции прошлого и открывая новые горизонты. Она остается важной частью культурной жизни города, регулярно проводя фестивали, концерты и выставки, объединяя школьников разных поколений общим делом и общими воспоминаниями. Анна Васильева, Мирный. В Якутии объявлен республиканский конкурс журналистских работ имени Ольги Шепелевой «Универсальный журналист». К участию приглашаются специалисты районных республиканских СМИ, а также студенты профильных вузов в возрасте до 40 лет. На сам конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 января по 1 декабря этого года. Работу можно представить в 3 номинациях: лучший репортаж, лучший видеоочерк и универсальный журналист. С участников будут приниматься по 3 работы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 января по 1 декабря нашего текущего года. Подведение итогов и вручение дипломов, а также денежных премий будет в рамках российской печати 13 января 2026 года.
В Якутске назвали победителя конкурса молодых хомусистов на соискание стипендии имени Луки Турнина. Лучшей признана Вероника Захарова из Тампонского района. Сам конкурс, посвященный основателю авторской школы виртуозной игры на хомусе, включал несколько творческих этапов. Участники представили визитку, исполнили обязательные произведения и продемонстрировали импровизацию в стиле мастера. Торжественное чествование стипендианта состоится в день ОЛНХО 30 ноября на сцене Государственного театра оперы и балета. Вручат серебряный знак и денежный сертификат. Наша цель заключается именно в увековечивании и распространении, популяризации метода игры Луки Николаевича Турнина. Мы очень рады, что сегодня это подхватывает молодежь. 12 победителей сами создали общественные сообщества, уже начинают разрабатывать различные проекты по распространению данного метода. На этом все. До встречи в дальнейших эфирах.